Открывая совещание, первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что планировал провести встречу с главами районных МТС раньше, но в связи с эпидситуацией ее пришлось отложить. С вашими предприятиями, с МТСами связывают в основном все те работы, все то, что происходит у нас по линии сельского хозяйства. Будь это программа, будь это инвесторы. Даже те крупные инвесторы, которые приезжают, изучают нашу ситуацию для того, чтобы вкладывать свои средства для организации предприятий больших, которые могут быть бюджетообразующими, они первым долгом интересуются, а какой у нас есть потенциал для развития сельского хозяйства в виде техники, в виде обслуживания. Беслан Джопу отметил, что несмотря на то, что работники машинно-технологических станций сталкивались с проблемами, итоги прошлого года удовлетворительны. То есть все весенние работы в прошлом году были проведены, хотя бюджет был принят позже, программу начали осваивать мы позже, уже почти в марте месяце. И в этом году тоже самое наблюдается. Но основные работы у нас в стране по весенне-полевым работам практически успели. Глава Минсельхоза добавил, что в прошлом году на показатели работы районных МТС повлияли санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и повышение цен на топливо. Общий объем услуг составил 14 миллионов рублей. Основные виды механизированных работ проведены более чем на 13 тысячах гектаров. Вот 14 миллионов чем-то заработали, да, общий объем услуг. Из них 28,4% Гудаута заработал. 42% из общей пашни, то, что мы пахали, Гудаута спахал. Потом, честно говоря, идет уже, другие районы идут. Потом ГАЛ идет, ГАЛ 16%. Очамчира третье место занимает. По целевой программе по развитию сельского хозяйства районные МТС обработали 155,5 гектаров для физических лиц на сумму более чем 763 тысячи рублей. То есть по тем видам работ, которые были выполнены, мы не задолжали. Мы оплатили все виды работ, которые были ими проведены. То есть, но в ряде проектов мы работы будем проводить весной, оставшиеся работы. Вот. Да, в Гагре осталось, в Творчельском районе. Где-то до 15 марта мы все сделали. В ходе совещания главы МТС рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются. В основном это вопросы, связанные с техникой. Самой острой темой дискуссии стало отсутствие специалистов. 150-ка стоит у меня. Харьковский тракторный завод, но тракториста нету. Посадил одного, не получается. Слушайте, этот как попал, его отпустить нельзя. Отобрал и поставил. К-700 стоит, этот без работы. Можно считать так. Есть где поле это неровное, если отпустишь, у тебя 3 раза больше убитых дает. Горючий смазочный материал больше уходит. И поэтому она стоит. А так, сегодняшний день... Ну, я закупил лемехи, закупил болты, закупил. Мне, если сказать, вот это 12 человек, которые на работу выходят, сегодня готовы. Придет любой крестьянин, отпускаем на работу. Вот так, если механизаторщиков приглашаю, придут, начинают, а потом бросают, уходят. 9 человек вот здесь институт окончили. И привел я их, чтобы... Работать начали. Нет, говорит, мы лучше работу найдем. Говорит. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу дал указание главам районных машинно-технологических станций тщательно следить за техникой, правильно составлять отчетные материалы по завершению работ и обращаться в Минсельхоз в случае необходимости. А также добавил, что в этом году правительство выделит 5 миллионов рублей на поддержку районных МТС. Кугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.